Всем доброго времени суток от компании Progress Auto. Сегодня у нас на обзоре японский трактор Mitsubishi MT-225. Вот такой вот красавец прибыл к нам из Японии. Несмотря на все мировые проблемы, мы все так же продолжаем поставлять японскую технику с аукционов. И тракторы, и вилочные погрузчики, и экскаваторы. В общем, все у нас есть. Но сегодня мы сосредоточимся на тракторе вот этом, МТ-225. Достаточно мощный, тяжелый и очень функциональный трактор прибыл к нам с японского аукциона. И давайте же сделаем на него небольшой обзор. Начнем, как всегда, с колес. Колеса в неплохом состоянии, имеется растрескивание. Начинаем мы с колес практически всегда, потому что это немаловажно. Все-таки колеса — это не самое дешевое удовольствие, это не какие-то ножи, которые можно поштучно купить, поменять. Но тем не менее, если резина в хорошем состоянии, то она проходит очень и очень долго. Особенно это если японская резина. Даже несмотря на вот такие вот небольшие трещины, все знающие люди понимают, что резина это еще в очень хорошем состоянии, особенно передние колеса, потому что резина многослойная. И еще побегает. По правому борту заднее колесо в таком же состоянии, как и по левому борту, имеются трещинки, но опять же не слишком критичные. На несколько сезонов этой резины точно хватит. Что касается навесного оборудования, здесь трехточечная навеска. Фреза у нас насколько? На 1,40 м. Фреза достаточно тоже навороченная. Здесь у нас гидроцилиндр. И еще один цилиндр есть здесь. Цилиндр на фартук. Да что ж такое, зацепился карманом за фрезу. В общем, фреза тоже очень-очень хорошая. Также на ней имеется рама с колесиками. Что касается состояния ножей, некоторые ножи имеют износ не слишком большой, но по общей картине могу сказать, что ножи в состоянии довольно-таки хорошем. Посмотрите, какие жирненькие ножи, кстати, тоже японские родные. Здесь у нас такая вот дуга безопасности. И посмотрим у нас, что по органам управления и по функциям данного трактора. Очень много рычажков, которые могут напугать человека, который сталкивается с такой техникой впервые. Начнем с более-менее знакомых. Слева, естественно, педаль сцепления. Здесь у нас подключение и отключение полного привода. Здесь у нас основная рукоятка переключения передач и понижайки. Здесь у нас реверс фрезы имеется, то есть фреза может вращаться как вперед, так и назад. И трактор также реверсивный, то есть все передачи можно использовать и вперед, и назад. Обойдем с другой стороны и посмотрим, что же у нас здесь. Ножной газ, сдвоенный тормоз, конечно же ручной газ. Куда на такой технике без ручного газа? Здесь у нас так называемая память фрезы. То есть вы фрезу опускаете вниз, потом один раз нажимаете этот рычажок, она поднимается вверх, еще раз нажимаете этот рычажок, и фреза опускается на тот же выставленный вами заранее уровень. То есть удобно, если вам нужно развернуться, допустим, или отъехать куда-то в другое место, просто нажали рычажок, подъехали, и фреза, и потом фрезу опускаете до того же, ровно до того же уровня. Вал отбора мощности 4-скоростной, реверсивный, как я уже сказал, можно вращать в обе стороны. Блокировка заднего моста и, собственно, управление гидравликой, опускание, поднятие фрезы. Также все возможные настройки и регулировки нашей фрезы. Ну, настало время запустить трактор, послушать, как он работает. Для этого взберемся на него. Люблю большие трактора, потому что в них очень удобная посадка. Никаких тут выступов и рычагов между ног нет, поэтому ноги чувствуют себя довольно-таки вольготно. Нажимаю педаль сцепления.
Очень легко запустился двигатель. Работает ровно, работает мягко. Кстати, что тут еще интересно, у нас есть регулировка рулевой колонки. Посмотрим на наработку. 732 моточаса наработка у данного трактора. Трактор работает очень ровно и очень тихо. Вот. Фрезу подопустили. Ну-ка. Нажали. Фреза сама поднимается. Сейчас нажмем, должна опуститься до того же уровня. Да, все работает. И это хорошо. Но тем не менее не забываем рычагом поднять фрезу обратно, дабы случайно не опустить ее туда, куда не нужно. И естественно, у Mitsubishi в каждом я обзоре говорю о том, что у них замечательные гидроусилители руля. Очень и очень мягкий руль, практически как в какой-то новой Toyota. И еще одну функцию забыл вам рассказать, это функция быстрого разворота. Очень удобная функция, она блокирует колесо по внутреннему радиусу разворота, заднее, естественно, и передает вращающий момент на передние колеса. Соответственно, вы можете крутануться буквально вокруг одного колеса, что существенно сокращает радиус разворота. Вот такой вот трактор Mitsubishi MT-225 у нас поступил в продажу. Чтобы узнать цену на данный трактор, звоните нам по любому указанному номеру, либо по номеру, который сейчас продиктую, 8 914 555 20 30. Не болейте, всем всего хорошего, пока.